Заразительная улыбка и неподдельная радость. Хава Магушкова не только одна из главных виновниц сегодняшнего торжества, а самая активная его участница. Она уже успела выступить на сцене, но, кажется, выучила не одну композицию, а весь репертуар выступающих. Подпевает всем, а кого-то, может, даже вдохновляет. Мы ответственно очень готовились к выступлению, и на самом деле сегодня мероприятие было незабываемым, потому что энергия была просто зашибись. Даже не было жалко то, что столько времени уходит на такую дорогу, и никому не было важно, насколько он далеко от этого места. Все хотели посетить, и я думаю, что не зря, потому что энергетика только такая. Развлекают детей всем знакомые сказочные персонажи. Вся честная компания в сборе. Здесь не только Буратино с Мальвиной и Пьеро, но и Красная Шапочка, и совсем не злой Серый Волк. Стоит им выйти на сцену, как кресло в зале быстро пустеет. Дети просто не могут усидеть на месте. В зале появляется сразу несколько танцевальных площадок. Мне больше всего понравилось, когда артисты проявляли свои чувства. Но больше всего мне понравились сказочные персонажи. Больше всего мне нравится эта песня, потому что она красивая. Детей радует насыщенной программой воспитанники Центра дополнительного образования «Зажги свою звезду» и РЦДО. Благотворительная акция «Добровольцы детям» в который раз проходит под руководством народного артиста республики Артура Хулагова при поддержке регионального Минобра. Хочу огромное спасибо сказать всем руководителям образовательных организаций за их активное участие в этой акции, привлечение детей, потому что, видя таких детей, воспитывается и такие качества, как великодушие, доброта. И, соответственно, эти дети себя в социуме чувствуют абсолютно комфортно, потому что нет вот таких вещей, категорий людей, ограниченных или каких-то других. Дети, которые у нас воспитываются, они наравне с образовательным процессом социализируются в обществе. И они каждый раз именно на таких мероприятиях доказывают, что вот это вот все необходимо. Необходимо делать, развивать и доказывать обществу, что они сильнее, они смелее, они веселее. В зале не смолкает смех и веселье, радостные улыбки, восторженные и блестящие глаза юных зрителей вместе с разноцветными фонарями освещают актовый зал Дома культуры. Старательно, это искренне, да. Мне бы хотелось, чтобы у нас в республике было больше таких людей, которые уделяют такое огромное внимание именно для детей, которые ограничены с возможностью. Слышу твои шаги. Для Эмилии Вазаевой это не просто первый выход на сцену, а символ победы над самой собой. После автокатастрофы она надолго оказалась прикована к коляске, но сегодня не думает ни о предстоящей тяжелой операции на позвоночник, ни о том, как непросто стоять здесь. Она любит петь, сама пишет песни и хочет поделиться своим творчеством со зрителями. Пение – это моя душа, мое настроение. Когда я пою, я знаю, что всем, кто слышит меня, они понимают мои слова, они знают, что я живу этим, что я пою о своей жизни, о том, что у меня в жизни происходило, что случалось. Всегда все в жизни понимают все люди. Когда выхожу на сцену, еще больше появляется желание, конечно, в том числе и видеть, и продолжить дальше петь, и я чувствую со стороны поддержку, и меня это очень успокаивает. Каждому участнику вручают дипломы, а кому-то оказывают финансовую поддержку на лечение или запись своего первого музыкального клипа. Но важнее всего для организаторов возможность подарить частичку счастья, вдохновив ребят не опускать руки и продолжать бороться со своим недугом. Хади Добриева, Мирбек Миржоев, Новости 24.